В своих показаниях ты Ты говоришь, что не помнишь большую часть произошедшего, но при этом подробно рассказал, как убил. Ну вот, наконец-то я посмотрел якутский детективный триллер «Мой убийца» режиссера Космоса Марсана. Ну расскажи, как все было. Это история молодого следователя по имени Джулус, который копает несколько глубже обычного бытового преступления и натыкается на такое. В общем, что можете про него рассказать? Нормальный парень. Алкаш. Замолчи. А главное, что все это в фирменном якутском колорите. Да-да, это вам не голливудские сопли, а якутский нуар, где герои вместо погони на Феррари месят грязь и снег на уазиках. Да, это классический детектив, но с таким поворотом, что даже фанаты Фандорина вряд ли бы угадали, кто настоящий убийца. Режиссерский дебют Космоса Марсана, я считаю, удался. Отличный баланс между триллером, жизнью и даже юмором. На Кры вообще не находят. Попробуй Кри. Ты что, не знаешь, как пишется Крыжановский? И, кстати, эй вы, Якутск, там же холодно. Режиссер специально для вас снял фильм летом, чтобы вы увидели, что лето в Якутске — это тоже испытание. Завтра. Бабушка позвала на дачу, ей нужна помощь. Кстати, да, в линии повествования жаркий Якутск сменяется брутальными горами, где природа затмевает все. С абсолютной уверенностью точно можно сказать, какой кадр не возьми, можно повесить на стену, ну или поставить на заставку телефона. Потому что природу сняли, ну очень круто, как будто компьютерная графика. И еще один плюс фильма — это бытовое существование артистов в кадре. Просто кайф, затягивает так, что ты сидишь, сушишь глаза и смотришь фильм до самого конца. Это якутский самородок, никак иначе. Следующий фильм его «Ичи и детектор», я обязательно их посмотрю. Ну а вы подпишитесь, поддержите меня, спасибо. Я так устала, ночь не спала. Может, как-нибудь в другой раз, а?